На завтрак овсяная каша на молоке, на обед рассольник, тушеный картофель и салат, на ужин перловка с биточками. Минпром и Минтруд посетили исправительную колонию 25. В столовой ознакомились с условиями питания осужденных в общежитии, с условиями проживания. Посмотрели комнату воспитательной работы и клуб. Но главная цель визита – развитие производственного сектора УФСИН. Гости посетили швейный и деревообрабатывающий участок. Футболочки, если надо будет, с любым логотипом можно делать. Трикотажные машинки, станки, все у нас на Мигуне есть. Ну, это уже готовое от панов, то, что там делаем. Вот это, конечно, вообще красота просто. Очень красиво. Деревообработка и легкая промышленность лидируют по выпуску продукции в УФСИН. Например, объемы выпуска швейных изделий в течение прошлого года выросли до 108,5 миллионов рублей. Гости осмотрели лесопильные участки, современные сушильные комплексы, а также технологическую новинку – фрезерный станок с числовым программным управлением, который позволяет производить сувенирные изделия любых форматов. Похожее оборудование республика в прошлом году закупила для цеха металлообработки. Станок с функцией плазменной резки с легкостью режет металл толщиной до 5 сантиметров. Обрабатывает заготовки точно по заданным в компьютере параметрам. Полевая печка. Сюда, чтобы кастрюли ставить, что-нибудь там, сковородки ставить. Сюда щепочки. Просто. На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. Договорились о будущих государственных и муниципальных заказах. Подчеркивается, что основная цель такого сотрудничества – не получение прибыли учреждениями, а трудоустройство осужденных. Сегодня привлечено к оплачиваемому труду 100% осужденных, которым по решениям судов необходимо погашать исковые обязательства.